Итак, начнем. История нашей школы насчитывает уже не одно десятилетие. Еще 12 августа 1899 года на улице Преображенская, 31, открылась женская правительственная гимназия. Здесь же под одной крышей работала фабрика цементобетонных и асфальтовых изделий Элисберга. К 1913 году в школе насчитывалось уже... Гимназии насчитывалось уже 651 ученица. Известно, что в этом учебном заведении получила образование известная белорусская актриса театра и кино Стефания Михайловна Старюта. Занятия всегда начинались с моления в актовом зале. И затем девочки кланялись руководству и под присмотром главной надзирательницы учились делать реверанс. Только после такой процедуры им разрешалось расходиться по классам. Лучшие ученицы 7 классов переводились в 8 класс, педагогический класс. После его окончания девочкам присваивалось звание домашней учительницы. Перед вами фотографии представителей преподавательского состава гимназии. Как вы думаете, почему занятия длились 45 минут? Ну, как раз то, чтобы все выучить или типа того. Нет. Или символическое число. Чтобы уложиться. Потому что... Правильно. Перед занятиями девочки крестились, а этого хватало на 45 минут, чтобы в духе их не могли отвлекать учениц во время занятий. А теперь давайте посмотрим на это. Активных данных о жизни школы в 30-е годы 20 века не сохранилось, и в 1941 году мирная жизнь школы была прервана войной. Здание школы было разрушено, наши учителя и ученики самоотверженно сражались на фронтах и в партизанских отрядах с немецкими оккупантами, и перед вами эксплуаты, рассказывающие о тех трагических днях. Но сегодня мы остановимся только на некоторых из них, конкретно это агитплакаты. Они предназначались для поднятия боевого духа населения и агитации вступления в армию. Остановимся на пеналах. Это пенал, который предназначается для того, чтобы можно было как-то опознать погибшего в бою. И считалось, что если какой-то солдат заполнит этот пенал, то он сам довольно скоро умрет. Поэтому эти пеналы часто не заполнялись, и было много пропавших без вести на войне. Известно то, что в военные годы были предприняты попытки восстановить работу школы по разным лесам города. И в 1946 году было принято решение о переносе школы номер 1 в здание на улице Чекалова, где в то время работала школа номер 18. Теперь пройдемся к макету.